Ассаламу алейкум. Я всех приветствую, друзья. Сегодня на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия очередной 15-й стрим на русском языке. Сегодняшний стрим назван темой сегодняшнего стрима будут последнее слово Путина и Такер Карлсон «Перспективы развития Чеченской Республики Ичкерия». А я тебе слово. Ассаламу алейкум, добрый вечер. Я внимательно слушал Путина. Я пришел к такому заключению, что Путин этим интервью как бы жалуется, потерять власть, ссылки Путина на то, что вот в 1990 году это была наша территория, это были там такие-то события, а мы, русские, еще тогда как бы существовали. А насколько известно, само крещение Украины прошло в Константинополе, потом вот эта икона, которая была подтверждением, что эта страна является государством, это была Украина. И вот когда шествие, и когда этот хан во главе этого всего ханства. А его казначей Калита был единственный близкий человек у него. Когда он умирал, у его изголовья, он фактически перехватил власть не для того, чтобы освободить русские и другие, скажем, республики, которые тогда входили в состав этого ханства, а для того, чтобы еще больше его ужесточить, то есть укрепление самой империи. Вот когда вот Сталин пришел к власти, он сам-то не русский, скажем, он пришел к власти. Он пришел к власти не для того, чтобы, да, и Ленин тот же, не для того, чтобы, значит, освободить эти территории, а для того, чтобы укрепить это. Мы с вами это видим. Вот что происходило тогда и сейчас. А эти разговоры, которые Путин ведет о том, что вот мы вот в таком-то году, вот там Великое княжество Литовское, Русское, да, с моей точки зрения, вообще не имеет никакой основы, потому что мы можем сказать вот такую вещь. Если так, то давайте поднимем все вопросы, которые касаются, скажем, американского континента, азиатского континента, скажем, Европы. Все эти вопросы ушли в прошлое, когда в 1948 году было принято современное международное право. Путин начинает ковырять это для того, чтобы вот таким образом мутить все для своего населения. Он преподносит, скажем, такой обманную речь, что вот видите, войну в 22 году это не нападение, а это попытка остановить войну. Вот что он говорит в целом. И все, что он там вот сейчас наговаривает, это там ложь. Он говорит, что в Украине там произошел государственный переворот, когда Ющенко избирали, потом, когда Янукович. Да, там были какие-то вот погрехи, скажем, которые можно было тогда избежать. Но ситуация тогда не позволила этому, скажем, свершиться, потому что слишком был коварен этот Путин и этот враг, который на любом развороте мог что угодно делать, и пришлось это брать в свои руки, я так понимаю. Но с точки зрения международного права, Ельцин и Путин сами являются преступниками против, скажем, бывшей СССР. Да, они правы, они инициировали. Но с другой стороны, надо посмотреть на то, насколько был живуч СССР. Потому что после окончания Второй мировой войны, как мы знаем с вами, игравшие эту войну на Западе, скажем, все западные страны, они оказались экономически, и в политически, нравственно, во всех отношениях гораздо выше, чем Советский Союз. И почему? Потому что Советский Союз держал народ в рабстве, пытался его затуманить в мозги и говорил, что вот мы победили, мы самая великая нация, и в это настроение культивировалось. Но главное было то в Советском Союзе, что все народы, которые были в Советском Союзе, и просто люди, личности, они были задавлены.
Потому что в Советском Союзе было политическое преследование личности, политическое. Не было никакой свободы личности, а в связи с этим и не было возможности у личности развиваться и, скажем, экономически дать импульс для того, чтобы в этой стране не только за счет самых больших, скажем, природных запасов, которые есть в Советской империи, использовать, а для того, чтобы еще она могла сама жить богато, роскошно. Почему это не случилось? Потому что в Советском Союзе были народы, которые были захвачены империей, Российской империей, Советским Союзом, военным путем. И когда Советский Союз в 1991 году развалили, то причиной тому было не то, что они сами там какую-то благословность проявили, а причина была в том, что в тот момент, когда в Советском Союзе все работающие люди, и служащие, и рабочие, и колхозники, служили только тому, чтобы поднять уровень, скажем, военного состояния или силы. Советский Союз пытался напасть на остальные страны мира и проводил политику: мы весь мир мы захватим, мы там построим коммунизм, все такое. Поэтому в этом смысле в Советском Союзе не было условий для того, чтобы эти вопросы решать экономически. Когда цены на те продукты, за счет чего жила эта страна, скажем, лес, газ, нефть и другие, Советский Союз был фактически сырьевым придатком для остального мира. И когда цены упали, то в Советском Союзе оказалось, не было продуктов питания, не было даже хлеба. Мы с вами знаем, километровые очереди стояли. И вот такая ситуация, все тогда думали, что же происходит, что делать. Я помню себя, как вот думал, просто было боязно, как быть, никто не знал. И тогда, когда в власти пришел Горбачев, он выдвинул идею, ту, которая могла в какой-то степени изменить ситуацию в самом Советском Союзе. Он предложил план на перестройку, гласность и демократии. Направление было по уравнению прав народов, предоставлению свободы личности и предоставлению возможности экономического развития. Можно было создать кооперативы, предприятия, брать кредиты, начать развиваться. Были приняты для этого специальные законы, какие 3 закона, которые были в 90-м году в апреле приняты. Любая республика могла и выйти из состава СССР. Но что получилось? Обладая вот такими возможностями, что, значит, эта страна может быть одной из самых богатых, хотя, может быть, и ей пришлось бы пройти большой путь, если эти народы согласились бы оставаться в этой империи. Но веры не было никакой этой власти, потому что когда они начали ее разваливать, скажем так, когда вот этот процесс пошел, против Горбачева выступило его окружение. Они 19 августа 1991 года так называемый ГКЧП создали, задержали Горбачева в Фаросе, говорили, что он болен. Но на самом деле ГКЧП потерпел поражение. Это был первый государственный переворот, который они сами тогда совершили в Советском Союзе. То есть потом, когда они потерпели поражение, они не дали вернуться к власти Горбачева, который прибыл в Москву. Они захватили власть. Ельцин еще до его приезда своим указом принял решение, что все министерства и военные, в том числе, подчиняются ему. Естественно, они вытолкнули Горбачева с Кремля. Это был второй государственный переворот на этой территории. Как я сказал раньше, все республики, которые были автономными, об этом Москва помалчивает, и сам Путин об этом молчит. Он себя ведет, как будто бы он является сторонником международного права, и вроде такой он пушистый и хороший, а весь Запад, он плохой такой. Нет, на самом деле это не так. Ведь тогда было Советский Союз 15 союзных республик,
А в апреле 90-го года было 3 закона, согласно которым другие автономные республики тем законом Горбачев придал им статус союзной республики. На территории Советского Союза стало тогда 35 союзных республик, и 3 республики балтийские Горбачев признал независимыми государствами. Остальные, как бы он собирался, чтобы они были в едином государстве, которое будет в перспективе конфедерации. И новый договор был подготовлен, который нужно было 20 августа подписать 1991 года. Так вот, когда Советский Союз развалили не по праву, Советский Союз, который был развален, все 32 республики имели право на свою государственность. В соответствии с международным правом, в соответствии с законом СССР, все эти республики, в том числе Чечено-Ингушская, стали союзные республики. И они собирались подписать договор, который они сами сорвали. Так вот, когда эти союзные республики оказались в такой ситуации, и ГКЧП, и потом снова переворот, то получилось вот что. Они сами ускорили развал этого не по правилам, которые должны быть, а для того, чтобы, захватив вот этот процесс развала, многие, может быть, республики захотели бы и вместе быть, но им не дали, потому что они не хотели давать возможность народам этих республик решать свою судьбу самостоятельно. И в этом решающую роль сыграл Ельцин и его команда. Вот Чеченская республика, еще будучи в составе СССР, решила процесс создания своей республики и приняла все варианты. И у нас уже была полностью республика со всеми атрибутами. И когда развалился Советский Союз, мы, как настоящее государство, потому что Советский Союз, когда ушел, который должен был давать возможность быть этим территориям независимым государством или нет, как они вот давали Балтийским республикам. А здесь он сам исчез, и эти 32 республики имели право на свою государственность. Вот этим 32 государствам сейчас я буду говорить только о том, что вот было в РСФСР, потому что сегодня за эту территорию идет. В РСФСР было 16 автономных республик, которые стали союзными апреля 90-го года. И вот после того пытались подписать как союзный договор, им не дали это сделать. При развале Советского Союза Ельцин стал собирать, значит, эти республики, в которых незаконно сидели еще те же самые коммунисты, которые еще до 90-го года назначал Советский Союз. А с изменением статуса республики и страны там должны были быть перевыборы. Эти перевыборы им не позволяли всячески сделать. И сегодня эти республики, которые были тогда фактически в составе СССР, были снова незаконно загнаны в эту новую Российскую империю, которая называется Российская Федерация, путем подписания незаконного федеративного договора 31 марта 1992 года. Вот считайте, это захват, аннексия территорий этих государств, которые фактически да, имели право на свое государство. Чеченская республика, выйдя из Советского Союза, уже имела все атрибуты своего государства. Уже 12 марта приняла свою конституцию суверенного независимого государства, а 13 марта нашу республику признала и Грузия 1992 года. То есть мы начали процесс становления. Но, несмотря на это, Россия стала блокировать все, что связано с Чеченской республикой, о признании нашего государства. И после вот 1992 года, 31 марта, шел дальше процесс, снова был совершен государственный переворот на территории России. Мы знаем, сколько там людей убили, как они расстреляли Верховный Совет РСФСР тогда. И это делал кто? Это делал президент России, который был Конституционным судом отстранен тогда от власти. Фактически незаконно, значит, они вот это захватывали снова власть. И
придумали конституцию, которую приняли незаконно путем опроса населения. И в эту конституцию, кроме того, что они захватили вот эти территории, которые подписали они федеративным договором с коммунистами, писали и Чеченская республика, как часть России. Они так действовали, как сегодня действуют, скажем, прямо вот сегодня против Украины, незаконно действовали. Вот они тогда захватили уже те 15 государств, фактически, которые не позволили этим народу стать государством. И же наше государство они вписали в свою эту конституцию и начали войну против нас, которую вели более 10 с лишним лет. Там сидят эти имперцы, у них мышления нет свободы личности, у них нет мышления свободы народов. Они считают, что они попали в власть, и она должна быть только их. И после того, как они напали на нас, и вот он обзывает, вот когда на Кавказе там были эти террористы и бандиты. Какие террористы были и бандиты на Кавказе, имеется в виду чеченцы, он не может это сказать, у нас не было никаких террористов, ни бандитов. Наши люди были современные люди, имели образование хорошее, были даже в союзных министерствах, российских министерств, мы знаем об этом. И вот он это все называет, значит, террористы и бандиты на Кавказе. Так? Сегодня он это на весь мир снова вот ярлык на нас вешает. То есть получается, что мы, которые создали свое государство строго в рамках современного международного права, мы террористы и бандиты, а он, оказывается, пушистый и хороший, и все остальные плохие. Нет, это неправда. Я не буду дальше сейчас продолжать это, потому что уже минут 15, а то и больше я говорю. Пожалуйста, я заканчиваю. Да, спасибо, Аят Баркал. Если есть у кого-то вопросы, можете задавать. Все как обычно. Поднимаете руку и можете или дополнить, или спросить, друзья. Аят, я тоже задал бы вопрос по поводу вот Тагера Карсона. Я смотрел вот в интернете вот эти события, которые были в 2003 году. BBC взяла интервью у Саддама Хусейна, хотя он уже обвинялся и в терроризме, и во всех тяжких преступлениях. И Саддам Хусейн не изменился, он себя вел так же, говорил, что он прав, что его пытаются угнетать там, и так далее, и так далее. Через буквально год, 2003 было последнее это интервью, началась война, потом пленение Саддама Хусейна, длительно, буквально за полгода, за год до того, как началась война против Ирака. Затем такая же ситуация, аналогичная ситуация была с Муаммаром Каддафи. У него Франс Пресс, по-моему, французская журналист взял интервью, и буквально через полгода, через несколько месяцев Муаммар Каддафи, короче говоря, не стало его больше. Был своим же народом уничтожен. Если бы он народ любил бы, его бы так жестоко, так подло не убивали бы. И вот я к чему хочу. И вот этот Путин идет, не кажется ли тебе, Аят, что вот Путин идет по такой же тропе, и ему, как последнее слово в суде, дали возможность что-то сказать, но этот рецидивист продолжил настаивать, как и Саддам Хусейн, на своем. Вот по этому поводу. Что можешь сказать? Хорошая параллель, да. Саддам Хусейн еще не был таким диктатором, как этот. Саддам Хусейн, конечно, неправильно делал. Он напал на страну, пытался ее присоединить для себя, и поэтому он поплатился за все это. Это понятно. И притом эти все арабские страны фактически чуть ли не на 90% и более являются тоже диктаторскими режимами. Но человек там находится под гнетом политическое преследование. И здесь то же самое, здесь я ничего не могу сказать, потому что как бы то ни было, как бы ты ни подавал там, скажем, человеку, вот допустим, этот Каддафи, вот он как будто делал все хорошо. И там деньги давал семьям, и социальное обеспечение, бензин был очень дешев. Но в итоге, по большому счету, это было как подачка каждому, кто находится в этой
стране, и люди там не чувствовали себя гражданами этой страны, а чувствовали, что они находятся как бы под властью этой империи. Посмотрите, они по 15, 20, а то и больше лет, а то некоторые и 40 лет сидят у власти. А вот на западных странах там, да, там, значит, каждые 4 или 5 лет меняется власть, и идет борьба с правлением, соревнуются. А там сидят постоянно одни и те же, и поэтому люди там не чувствуют никакой свободы, и все пытаются сюда на Запад съехать, потому что там при всем при этом была жесткая диктатура была у Каддафи и Саддама Хусейна. Поэтому я согласен с тем, что ты говоришь, да, это есть такие же параллели, которые может ожидать Путин. Он этого боится. Поэтому он жалуется своему народу сейчас и говорит, вот смотрите, что такое, и снова говорит, что мы там на Кавказе, мол, это были террористы, сепаратисты. По какому праву мы были сепаратисты? Мы что, разваливали Советский Союз, как они? Нет, мы не имеем никакого отношения к этому. Они нагло сидят и обманывают. Вот что я могу из этого выжать. Спасибо. Баркал Аят, спасибо. Да, именно так. Он, конечно же, был испуган, подавлен и вещал, конечно же, и в том числе и для своей внутренней аудитории. Да, я тут ярый националист, руку поднимает, я ему дам слово. У меня такой маленький вопрос. Если я не ошибаюсь, Дик правильно заметит, что большинство мусульманских государств – это диктаторские страны. Но почему? Вроде это властная религия. Почему государства, у которых это религия, диктаторские страны? Это связано с тем, что те люди, которые захватили там власть, и они уже многие годы и века, скажем, сидят во власти из поколения в поколение детям, родственникам, близким, передавая эту власть и не отпускают ее. А если бы там население поднялось бы, и если бы ее под религиозным обманом, сам понимаешь как, значит, религиозным, они разделились на несколько там, я не знаю, то ли 15 или 23 джамаата, вся эта исламская, скажем, умма, так? И между собой там есть и шииты, есть и сунниты, и другие, и между собой они все спорят, их исам, то есть есть такое изречение, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Они допускают там религиозные и другие вопросы, чтобы там не решился вопрос. А было же время, когда, скажем, арабские, исламские народы были передовые в науке, в астрономии, физике, химии, понимаешь? Были передовые, когда на Западе и в других странах в помине этого не было. Ты говоришь про Османскую империю? Да, и про Осман, я и до Османскую. Я с тобой никак не согласен совсем. Ты можешь не соглашаться на мой вопрос. Давай. Подожди, ты меня не перебивай. Ты меня не перебивай, ты не согласен. Я знаю, что ты можешь быть согласен, не согласен. Но я вот говорю, что и как бы то ни было, ты вот говоришь, что они такие, мол, хорошие и все такое. Да, там народ хороший, простой народ, его просто держат в неведении. А если бы эти диктаторы действительно по-настоящему были бы мусульмане, и когда каждого четвертого, а может быть каждого третьего нашего мусульман-ченца убивали, и мы были в этих странах, многих просили нас признать или помочь, ни одна страна нам не помогла. Вот из чего я исхожу, понимаешь? И сейчас говорит о том, что они тогда, когда нас убивали, ездили в Москву, Путину и другим, и говорили, правильно, их убивайте, это ваше внутреннее дело, говорили. То есть вот это тоже говорит о многом, Алла. Это вот в чем дело. Теперь можешь говорить. Все, я ответил на вопрос. Просто я
что это было военное государство, чисто военное. Это не было там сильно науки, медицины, чисто военное государство. И оно начало ослабевать именно тогда, когда у них прекратилось захват земель. Да. То есть обычно империя. То есть, у кого военное государство? У кого военное государство? Османский халифат, чисто военное. Не, оно-то начало, потому что другие страны, скажем, Запада, конечно, они начали усиливаться и в экономическом, военном, и, значит, научно-техническом прогрессе они стали. И в военном, во всех делах тогда было, да. Да. Потому что была Римская империя, Австро-Венгерская, другие империи были. Они все тоже рухнули. Почему? Потому что со временем они уже становятся неспособны управлять им. С Советским Союзом тоже случилось то же самое, потому что там изнутри вот это все пошло, и в современных международных документах, которые говорили, что вот надо вот так сделать, чтобы все строить на основе свободы личности, на котором построена международная декларация всеобщих прав человека, демократия, кедр. Я не говорю, что, скажем, демократия – это лучший, скажем, способ. Нет, при всех его недостатках, которые мы видим и знаем сейчас, да, остальные вот эти диктаторские режимы хуже, чем это. Знаете, вот что я думаю. Вот из этого исхожу. Да, Даюля, обрывается связь, ярый националист, обрывается связь. Цахум Алгехтерс аят от ярый националистик, да, Эрвиля Матсонис. Он говорит, что религиозные государства, исламские государства, они все диктаторские и так далее. Да, есть, конечно, диктаторские, их много очень, потому что это религиозные, и вне зависимости от какой религии. Но есть не только религиозные еще диктаторские государства. Та же Северная Корея есть, тот же Китай есть, который совершает геноцид. Но это не важно, диктаторские, а они только там просто народ религиозный, то есть исламские, там буддийские, там другие, христиане, католики, разные мадус. Главное, какая-то система власти у них, опирается она на права человека, личности, которая дает возможность, даже не имея ресурсы природные, путем взаимоотношений, экономического развития развиваться, быть, скажем, одной из передовых государств. Вот, например, возьми Япония, да, или возьми вот эти европейские страны, Франция или другая, в которых нету этих таких природных ископаемых, как в Советском Союзе или в России сегодняшней. Я согласен. Пусть там вот кто-то задает вопрос, по-моему, еще, да? Да, хорошо. Давай. Хали Гали, Шамиль, Санкт-Петербург. Пожалуйста, Хали Галя, можете включать микрофон и говорить. Ассаламу алейкум. Алейкум. Да, вас слышно, Шамиль. Просто там, наверное, человек головой сильно крутит, когда говорит, поэтому его и не слышно. Волнует. Я хотел вопрос вот такой поднять. Постоянно слушаю вот, этих блогеров, и там вот этот Боровой, который выступает, он все время кричит, что нужно подписывать договор, капитуляция, не капитуляция, но ему нужно, чтобы подписали договор. И вот сейчас вот с Карпманом Путин тоже, он больше 20 раз за 2 часа сказал слово «переговоры». Понимаете? Вот я думаю, что они хотят уйти от ответственности за счет этого. И вот если будут переговоры, а что тогда вот ваши отряды, как вот они будут? А если будет капитуляция, что тогда? Но почему они произойдут? Это один из способов решить вопрос, так, и подготовиться к новой атаке, как нам они это делали. У нас было, наверное, ты знаешь, 5 агрессий. В 91-м, 92-м, 94-м ноябре, потом 94-м декабре 11-го, потом 17 июля 99-го года. И каждый раз они шли на какие-то переговоры, что-то подписывали, снова готовили, снова шли. Вот для этого все, что они говорят, то, что говорит империя, одна у них задача. Это захватить Украину, властвовать на всей территории. Они еще
когда развалили этот Советский Союз, когда Ельцин и эти развалили, они тогда выдвинули лозунг разойтись, чтобы затем сойтись. И тогда у них был план экспансии по захвату этих территорий назад. Это сейчас ожидает в будущем и среднеазиатские республики, на них они нацелены очень сильно, они нацелены на Кавказские республики, они нацелены на Украину. Если с Украиной им это удастся, потом они пойдут и дальше. Нет никакого сомнения. А здесь эти переговоры, все это только лишь отговорка. Они преступники сами. Эта власть преступна. Она преступна против своего народа, который есть на территории России, и народов. И преступна против других народов. Вот и все. Баркал, спасибо. Кто еще хочет задать вопрос или высказать свое мнение? Можно, да? Да, Айка. Я просто сейчас хотел... Салам алейкум. Вокруг чего все время крутилась наша тема, все стороны, которые сейчас обсуждают тему выступления Путина в отношении нас, в отношении всей истории России, истории мира, просто его истории, вот маленький кусочек хотел зачитать, много историй, но главная история процесс СССР Сталина и Россия Путина, режима спецслужб Московской России Ельцина Путина для захвата республик Российской Федерации и государств постсоветского пространства реанимировали старые и совершенствовали новые резолюции ООН. В ООН существуют созданные спецслужбами КГБ СССР и ФСБ Российской Федерации резолюции по борьбе с международным терроризмом, разработанные в период перестройки и нового мышления народа, к которому обращался Горбачев, и услышал ГКЧП в августе 1991 года. Зачитаю один из источников. Первое упоминание международного терроризма, согласно всей резолюции Генеральной Ассамблеи о мерах по ликвидации международного терроризма, включая резолюцию 4651 9 декабря 1991 года. 1991 года. Еще нет войн в Чечне, Чеченской Республике Ичкерия. И резолюции Совета Безопасности об угрозах международному миру вновь подтверждают декларации о мерах по ликвидации международного терроризма, содержащего в предложении к резолюции 4960 Генеральной Ассамблеи 9 декабря 1994 года. За 3 дня до войны, нападения на Чеченскую Республику. Декларация, дополняющая декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма 1994 года, содержащую присоединение к резолюции 951-510 резолюции Ассамблеи от 17 декабря 1996 года. Через 6 лет напали на Ичкерию. Через 6 дней напали. Вот какую историю он рассказывал. Как они у себя в овальных кабинетах, когда народ искал, чтобы покушать, разрабатывали схему, как, понимая, что народ стал демократичным, пытается быть демократией, превратить его снова в империю. И вот это маленькие выдержки из того, что он не сказал. А все об этом знают, но сказать не могут, так как нет документов. Это вот маленькая сейчас, маленькая прелюдия. Потом, если возможность будет, я потом, если тем позволите, я скажу насчет этого Украины и Чеченской Республики Ичкерия о взаимоотношениях по поводу резолюции, которую мы будем вносить туда. Ну, давайте по теме, давай по теме. Я все понял, да, я сказал. Баркал Айса, приветствую. Так, есть еще кто-нибудь, кто хочет выступить и сказать что-то? Тогда, может, перспективы развития Чеченской Республики теме перейдем. Мы... Может быть, его перенесем на следующее а сейчас закончим. Хорошо, можно. Да, читают, если желаешь, по этой теме нет. Это у нас была перспектива для того, чтобы сказать, здесь получилось много, пришлось говорить. Если желающие есть выступить по этому вопросу, это важный вопрос, вот этот Путин, то, что он говорил. Он, оказывается, не ушел от своих позиций до сих пор. Видите, во всем себя он оправдывает. Поэтому
Об этом надо говорить сейчас. Было бы хорошо узнать твое мнение, сейчас я сформулирую тебе вопрос, чтобы было представление, как нам дальше двигаться, куда мы будем, в каком направлении будем двигаться, и как ты видишь вообще выход из сложившейся ситуации? Ситуация у нас вообще не как у всех. Абсолютно правовые основания, все имеется, и имеется абсолютное несоблюдение всех наших прав в отношении, по всем просто пунктам и вопросам. Как ты видишь выход из сложившейся ситуации? Ну, ты прав, что говоришь, что действительно, значит, нас столкнули в такое болото, из которого надо неправое, понимаешь? То это, значит, протекторат, то это Конфедерация народов Кавказа, то это Горская республика, то это шариатское правление. Но все они против, мы видим с вами, против вот этого правового поля, которое есть в современном международном праве. Мы видим сейчас, что происходит. Путин вот дрожит и говорит, вот, я прав, а вы это делали, все, он пытается оправдываться, видите? А мы такие вот, а нам вообще все, как говорится, на все наплевать, мы, говорит, они тоже делают, мы тоже будем делать. Даже Путин не совсем может это делать, оправдывается. Нам нужно в этих условиях держаться того, что мы сделали в рамках современного международного права. Только этим путем мы сможем вернуть себе свою территорию, сохранить свой народ и восстановить наше государство, которое мы создали по международному праву. В этих условиях, которые мы сейчас видим, значит, наши люди воюют в Украине против агрессии России. Сама Украина в основном, конечно, весь этот груз на себе несет, и остальной мир им помогает. Нам обязательно надо держаться только на одном направлении. Направление это, что мы должны придерживаться того, что есть и был у нас. У нас очень сильный, хороший запас правовых документов, принятой Конституции, подписано много, значит, разных документов с российских. Сколько раз эту Россию изгоняли. И весь мир знает, что вот чеченцы – это народ, который боролся, сегодня знает, против агрессии нашей. И в этой ситуации, если мы будем скатываться в болото какое-нибудь, да, скажем, которые, вот я сейчас говорил, Путин говорил как раз тоже об этом, что было в 860 году, потом в других годах, в 1600-х годах. Так что ж к этим вопросам возвращаться? И мы не можем возвращаться никаким конфедерациям, ни этим, ни Горским республикам. Сейчас не можем возвращаться, потому что сегодня есть международное право, которое принято в 1948 году и которое фактически признали все страны мира, вот эти вот, которые есть сегодня, 200 с лишним государств, так? Вот я думаю, что если на этом пути мы не будем держаться, и все наши действия, мы должны сосредоточить нашу линию, и попытка не признавать нашу легитимную власть, а попытка ее так же, как и Кремль, так же, как и Путин, считать ее незаконной, что якобы мы когда-то, которые создавали государство, были неучими и не так все это понимали, как сегодняшние, скажем, Грамотеева, в кавычках, это неправильно. Нужно относиться к этому точно так, как относится сегодня остальной мир. И как он к нам отнесется. Посмотрите, в этих условиях, как мы выглядим, вот наша позиция, как она выглядит. Вот при том, что вот они сейчас говорят. Нам нужно восстановить свое государство и восстановить там, значит, нашу легитимную власть, которую мы, значит, приняли и создали на основе декларации, которая была принята нашим народом. Это был референдум нашего народа в 90-м году. Вот только если это мы будем придерживаться, и это мы будем отстаивать, у нас есть, так скажем, ниточки, на которых мы можем держаться и двигаться дальше.
а не то, что вот эти вот наши деятели, некоторые, вот нахуй могут даться, это ничего не будет. Вот некоторые там говорят, да, я думаю, что нам это не нужно, это рассуждать одни. Другие говорят, мы придем туда, там все сменим. А кого они хотят сменить? Кто им даст? Это же должен менять наш народ. То есть нам нужно решать вопрос мирным путем. Мирным путем. Нас признала Грузия, нас признала Украина. Теперь нам надо показать, что мы на этой плоскости стоим, что у нас есть легитимная власть в лице президиума правительства. Я вам скажу, что это единственная власть, которая у нас есть, кто бы что ни говорил здесь. Знаете, кто бы что ни говорил. Эти люди, они вредят нашему продвижению и будущему нашего народа. Если они смогут, скажем, при помощи наших врагов, которые сидят в Кремле и в других, допустим, там столицах, то есть они смогут вот это дело протащить и подтянуть, то нам очень долго придется восстанавливать свое государство, и неизвестно, какова будет судьба нашего народа. Уже я не говорю о том, что будет с народами, которые есть сегодня в составе этой российской нынешней империи. Они тоже надеются на то, что вот кто-то придет и что-то там сделает. Просто какие-то есть всплески и все. Никакой борьбы я практически не вижу, собственно говоря, от этих народов. Просто отдельные личности там что-то говорят, а сами народы, они не поднимаются в России. Нету никаких движений. Вот в Башкирии там какой-то там, скажем, спор произошел, кого-то посадили, они там чуть-чуть, а больше ничего нету. И раньше не было. Все эти 20 лет. А когда нас вот так вот бомбили и все такое, многие люди из этих, скажем, регионов приходили, через их армию убивали наших людей. Мы же это помним. Как сегодня, вот, понимаете, и наши там люди из Чечни идут в Украину, к сожалению, большому, не понимая, вообще будучи как обманутыми. Это нельзя делать. Так что я вижу, что мы должны действовать только мирным путем, путем этих законов, этих наших принятых демократического путя создания нашего государства и созданного государства. На этом пути мы должны стоять. И никакого другого пути о том, что мы там что-то захватим сейчас, не может быть и речи. Потому что если мы там что-то будем захватывать, мы должны опираться на остальной мир, который будет нам помогать. Если этого мира сегодня не было, который помогает всего Украине, даже такая мощная страна, как Украина, была бы сегодня, вероятнее всего, пылала бы в партизанской войне или в другой, им помогает. И нам нужно, чтобы нам помогали, и поэтому мы должны на основании нашей страны, которая создана, которая оккупирована, пытаться делать все для ее освобождения, а для этого нам нужно признание нашего государства на Западе, скажем, и во всем остальном мире, где находятся наши люди, надо объединяться вокруг нашей идеи о деоккупации территории нашей страны и в основном нашей власти во главе с президиумом правительства Чеченской Республики Ичкерия. Никаких других разговоров нету, другой основы у нас нету, поверьте, что нету. А все остальное это самозванцы или люди, которые не понимают, чему они нас с вами хотят столкнуть. Люди, которые из себя изображают каких-то деятелей. И они не имеют никаких полномочий от нашего народа и хотят им сесть как бы ему на шею. Это нельзя допустить. Вот мирный ход, вот это, если нам удастся сделать в разных странах, где бы ты ни находился, надо объединяться вот для этой цели. И мы для этой цели должны все сделать, чтобы и остальной мир не должны допускать вот эти разные вот эти провокации, которые нам подсовывают, это тот же Кремль, на религиозной основе там того убили, того там зарезали, вот эти вещи, чтобы это все лечить. Это мы должны осудить, прямо осудить должны. Это не должно быть. Если это мы будем делать, то мы должны понимать, что это не мы делаем, нас толкает в бездну. Баркал Аят. Аят, еще один вопрос по поводу от ситуации. После Первой войны мы
не занимались именно вот процедурой привлечения к ответственности в соответствии с международным правом преступников, совершивших преступления против нашего народа. На этот раз это будет, потому что для меня это вот, я вижу, это самой главной задачей. На этот раз как будет развиваться? Я думаю, что ты имеешь в виду, когда мы вернемся на свою родину и все такое, так? Да, да. Естественно, это должно быть, и без этого ничего не может быть. Может быть, тогда, когда вот война закончилась, вот это, скажем, 4-я агрессия, мы победили, тогда скажем, на радостях многим людям там было, значит, ну, скажем, амнистия была, так? Хотя в то же время был закон о люстрации, понимаешь, амнистия, ну, определенных там лиц. А те, которые совершили преступление, они и так будут это понимать, потому что вопрос такой, это не может быть никакого сомнения, но чтобы мы были какими-то кровожадными, это нельзя и допускать, и думать. Мы должны, главная наша задача не в том, чтобы там быть как бы кровожадными, да, а в том, чтобы восстановить наше государство, и чтобы оно мирно развивалось экономически, политически, во всех отношениях, и мирно вот сохраняя развитие, чтобы получило. А закон, конечно, законы, Конституция, они должны действовать, строго должны действовать. От этого зависит вообще все, что мы говорим. Муса, микрофон, халлати чаны, вистули шон. Деркин Белла, Цахош. Салам Маршал Масарга. Ассаламу алейкум. Валейкум салам. Салам Маршал. Я не очень хорошо умею участвовать в стримах. Все время какие-то неловкие движения делаю. Я слушал, вернее. Абсолютно согласен со всем, что он говорит. По-другому и быть не может, и не должно быть. Я бы хотел напомнить тем, кто не знает, многие из наших сограждан не знают, кто такой аят. В первую войну он у нас был первым заместителем Государственного комитета обороны. Именно он, никто другой. Я не хочу говорить ему комплиментарные вещи, но мы должны это знать. То есть мы сегодня... У нас что осталось на самом деле? У нас осталось Ичкерия, у нас осталась наша правовая база в лице Конституции, и у нас остался как символ свободы Джохар Дудаев. Ну а теперь по некоторые детали. То, что сегодня происходит, да, конечно, обязательно мы должны придерживаться рамок нашей Конституции, но есть вещи, которые вне рамок нашей Конституции. То есть это весь окружающий нас мир. Мы живем в мире, где ни Конституция, ни право на жизнь, ни право на свободное изложение, выражение своего мнения абсолютно не соблюдается. И мы как бы такой островок свободы в силу своей ментальности, в силу того, что мы рождены такими. Что мы должны делать? Аят изложил это, сказал, я абсолютно с ним согласен. Мы должны придерживаться всех норм. Если мы не будем придерживаться всех этих норм международного права, мы скатимся в какой-то бандитизм, что у нас произошло после Первой войны. А что сейчас делать? Вот это главный вопрос. Это главный вопрос, который тревожит и о котором думает каждый из нас.
каждый из нас, какую активность, в каком направлении, что мы должны делать. Мы должны создать какие-то там, я не знаю, институтов не нужно создавать, поскольку они прямо изложены в Конституции. Но поскольку у нас государство наше разрушено, в буквальном смысле слова, поскольку у нас эти институты отсутствуют, в буквальном смысле слова, и у нас остались только люди, не институты, а люди, которые пытаются в меру своих сил соблюсти законность, право. Что нам для этого нужно? Об этом тоже мы должны думать. Каждый чеченец должен думать о том, что он может сделать, что он должен сделать для деоккупации. Что он должен сделать, чтобы деоккупация произошла. Что он может сделать для того, чтобы поднять нашу тему. Понимаете, вот даже сегодня украинская тема, я сегодня прочитал на Deutsche Welle, оказывается, Россия скатилась как их там называют, как они написали там, в порядке угрозы, или как там, она уже считается не главной угрозой. Понимаете, это работа со СМИ, это работа, это очень тонкая работа. Оказывается, внимательно послушайте, оказывается, Россия не главная угроза цивилизованному миру. Оказывается. Просто подумайте. Они так тонко поработали, они создали конфликты по всему миру, чтобы спрятаться и стать меньшим злом. Чтобы они стали меньшим злом. А мы-то знаем, что это самое большое зло. Самое большое зло – это нынешняя Россия. Я не хочу долго говорить. Мне нравится дискуссия. Если кто-то здесь присутствующий хочет задать вопрос мне или кому-то, я не знаю регламент нашей группы, да, я считаю, что 3 минуты это достаточно, чтобы выразить, кратко изложить любую мысль. Если человек не укладывается в этот промежуток, значит, ему нужно поработать над собой. Вот вопрос-ответ. Вопрос-ответ. Не мне. Я вообще говорю, здесь присутствует очень много людей, я посмотрел, я не знаю всех, но мне приятно, что есть наши соотечественники, возможно, и не наши соотечественники, друзья нашего народа. Поэтому я буду рад, если любому из нас будет задан вопрос, и любой из нас ответит. Салам машу. Баркам ладуам. Баркал Муса Дейресхур. Есть вопросы? Кто-нибудь хочет высказаться? А нельзя вопрос задать? Да, конечно, Шамиль, задавайте вопрос. Если Ахьяд был... Халид, ты следующий, Цавадила, Ивалит Лахалит, Ахуистырва. Если Ахьяд был знаком, не знаком, а близким с Джахаром, вот он не знает, был ли знаком Джахар с Байденом? Был ли знаком Джахар с Байденом? С Байденом? Это я не знаю, этого я не знаю. Это может быть, в принципе, могли они где-то переговаривать по связи. Это так не знаю. Тогда же он не был президентом.
и он был просто политическим деятелем. Я так не знаю. Почему такой вопрос задает? Ну, потому что я слышал, что они как бы были знакомы, а после Борового ему позвонил Байден. Надо было узнать. После Борового Джохар не мог говорить, потому что он погиб сразу. Шамиль очень интересуется темой гибели Джохара и то Борового, то... Да, Борового он иногда упоминает. Ну, да, спасибо, Галя. Давайте дадим слово Халиду. Халид, можешь говорить? Включи микрофон. Алло. Ага, хорошо. Приветствую всех. Вопрос у меня, Дигу, руководителю нашему. Я согласен со всем, что там он говорил. И, в общем, да, вот все должны работать на деоккупацию. Это понятно, но, допустим, завтра весь западный мир, как бы Запад, ну и все нормальные, все страны, как бы, да, признают независимость Ичкерии, вот, допустим. Вот. Ну или не завтра, там, в течение года, допустим, там, месяца, там, пару. И что дальше потом? Потом Путин скажет: о, признали независимость, давайте сворачиваемся, уходим, да? Вот так будет или как это? Я так не представляю, но я просто хочу... Хорошо. Вот а ты как думаешь? Процедура какая дальше? Я думаю, это они просто... они просто даже это не воспримут, они скажут, это... Признавайте, как хотите. Нет, они не примут. А нам что делать? Нам, я считаю, только силовой метод позволит освободить страну, и все. Больше ничего. Как в 96-м году, весь мир, когда отвернулся, чеченцы сами, мы решили эту проблему, тогда просто не было этих, которые там вот не мешали, как бы, там, были там какие-то пару человек, как бы, но это так себе. В основном, вот, без какой-либо помощи. Сегодня все, которые кричат, там проснулись сегодня, они все тогда тоже вот и финансово, и так, и вообще и словом помогали. Но тогда, и вот именно вот силовым методом освободили, заставили Россию, принудили к миру, как они любят принуждать всех. Вот тогда их принудили? Когда и где принудили? Что ты имеешь в виду? В 96-м году, в августе, вот эти события, когда вот это все поставили их в тупик, они вынуждены были подписать договор о Хасавюрте. Совершенно верно, ты очень правильно говоришь. Только один момент, когда говоришь там наш народ, как раз здесь сидят люди, которые и победили. Цундер, когда вы победили, Альчнису Гирдон. Не, я в общем у вас просто как бы... Все, просто я имею в виду в общем диалоге, а здесь реально есть люди, которые вот эти переговоры вели, подписывали, спорили, доказывали. Что, да. Когда мы победили, Алдис, когда мы победили. Ну, все, давайте не акцентировать на это внимание. Мы решили эту проблему в 96-м году. В общем, народ... Да, совершенно верно. И там разных национальностей, как бы все тогда вместе как-то было все. А потом, как-то решили без остального мира, там, хотя все были против, как-то им пришлось смириться с этим. Хорошо. Я думаю, кроме этого, такой же выход, но сегодня мир изменился, конечно, и сегодня технологии другие, все и так далее, понятно. Но тогда факт такой, что эта проблема была решена. Но потом уже 3 года начались там вот эти провокации, это все понятно. Как, например, тогда тоже никто не признал. Бехмилlah, вопрос или Бехмабилла, я войду сюда. Бехмабилла, это вопрос или твое изложение? Если вопрос, кому он адресован, если твоя мысль
ты можешь говорить. Я вопрос задал уже Ахьяду Идигову, председателю президиума Чеченской Республики Ичкерия. И вот это вот, как, Ахьяд, ты видишь дальнейшее вот, после признания независимости? Да, допустим, признают они в этом году, например. Что дальше будет? Что Хорошо, ты в этом спросил. Я оптимист в этом плане, но просто мне интересна твоя точка зрения, твоя мысль как бы. Да, хорошо. Халид, вот я вот что думаю. Возьмем пример от республик, которые были признаны независимым государством, Балтийские 3 республики. Почему их признали? Знаешь, почему Горбачев пошел на это? Потому что по, значит, решению ООН, с международного права и, значит, по другим всем позициям, они, Запад и остальное, Запад, собственно говоря, не признавал оккупацию этих государств. Именно поэтому Горбачев освободил эти 3 республики. Только поэтому. Потом возьмем вот республики там африканские или возьмем там азиатские, вот где-то лет 10 назад тут были, которые не буду называть их, так они почему были признаны и почему они освободились? Да потому что они снова были, их решение принималось на основе того, что международное сообщество приняло решение, что эти территории являются независимым государством, признаны остальным миром. И с политической точки зрения остальной мир им содействовал, полностью содействовал для того, чтобы они этот вопрос решали. Понимаете? Понимаешь? А если у нас не будет вот этой опоры, и если даже да, мы должны готовиться сильно, мы должны быть и в военном отношении подготовлены. Это, насколько возможно, в сегодняшних условиях. Но, несмотря на это, главным, значит, посылом здесь является вот это признание параллельно вождешка. Это готовится ко всему, чтобы мы могли это отстоять, если что. Это. А так, это главное, это мирным способом, и главное, чтобы нас признали. Почему вот сейчас Путин там говорит вот такую вещь? Вот мы сказали, мы должны войти в НАТО, я сказал им предложить, а потом Билл Клинтон сказал, вот я посоветоваться нельзя. А почему они не сказали нельзя Путину? Потому что Путин это и Ельцин это были диктаторы. Они тогда захватили вот несколько государств, переворот совершили. Они нарушали международное право тут и везде, и нарушали в отношении своего народа. И избранная там власть была не демократическим путем. То есть не народ избирал эту власть, а это была насажденная власть. И Ельцин насажденный, и Путин насажденный, и Медведев, снова Ельцин, они сидят. То есть нам, нашей стране, которая по территории мала и народ малочисленный, так, нам необходимо вот этот ресурс, который мы имеем, на него не плеваться, а мы тоже, они тоже не сохраняют, и мы не будем. Это нельзя делать. Поэтому мы должны сейчас миром на Западе работать для того, чтобы нас признавали эти страны. Это будет только укрепить нашу позицию, и это изменит отношение к этому вопросу и самого всего чеченского населения, граждан всех чеченцев, если нас будут признавать. Я понимаю. Да, я скажу, подожди, я же тебя слушал. Ты понимаешь, да, и в то же время сейчас, как бы ты ни говорил, ты беспокоишься, я вижу, что у нас Сагат Лешова, это правильно, но говорит о том, что, как ты говоришь, только военным путем, ну, пойди, вот, допустим, ты, он, да, я, мы пойдем и там захватим все. И какое будет отношение остального мира к нам? Мы не террористы, и не бандиты, и не сепаратисты, а этот сидит там, Путин, и рассказывает всему миру, мы были террористами, и мы являемся сепаратистами, даже сейчас. Его надо же опровергать, правильно? И если мы там пойдем, то по какому праву? Кто вас признал? Кто за нас
будет в мире держать, как говорится, палец в пользу нас, и кто будет нам помогать. Этим государствам, которые вот в последнее время, которые признали, им помогало международное сообщество. Когда оно признает это, наше право, что сделано, тогда мы будем дальше двигаться. А так мы создали свое государство. Сейчас идет речь не о том, чтобы решить вопрос, скажем, нашей независимости, как все говорят. Вопрос нашей независимости решен в 1991 году. Мы создали свое государство. Мы являемся, когда мы говорим вопрос о нашей независимости, это значит, мы говорим, что мы являемся частью России, и мы хотим получить независимость от нее. Нет, это неправильно. Мы должны говорить вопрос о деоккупации нашей страны. Это более правильно, не то, что правильно, это только это правильно. Понимаешь? Поэтому, исходя из этого, мы должны действовать. Аят, Салам Маша Масарга, он вообще говорил не об этом, как я понимаю. Он просто пытался что-то сказать. Ну, он понял, ты понял меня? Я понял, но твой пример со странами, допустим, там Африки, да, там и других стран, что они были колониями там европейских стран, потом ООН дал им свободу, весь мир признал их, как бы. Это мы имеем дело с цивилизованным миром, это понятно. Там им признали, там как бы свободу дали им, все, независимость, все как бы. Сказали, живите как хотите, как бы, ну и помогли даже. Это мы, это... А мы с чем имеем отношение? С чудовищно. Мы имеем дело с чудовищем просто. Ну хорошо, мы имеем дело, а мы же не можем это чудовище заменить на что-то другое. Ну вот, я поэтому это сейчас Украина вместе... Вопрос. Вот, например, вот сейчас в Украине вот это происходит, там, вот санкции наложил Запад на них. Никакие санкции на них не действуют, оказывается. Оказывается, что Россия, как сказать по-русски, самодостаточная страна, как бы. Она как бы, вот с Китаем они могут вместе держаться, и Китай снабжает им всем через Китай. Они, как бы, эти санкции, они даже, как бы, ну, понятно, что бизнес уходит из России, там, понятно, они тратят. Но в целом они же не умирают с голоду, там, как бы. Поэтому санкции на них не действуют, поэтому они не выполняют правила международные. И как бы поэтому я имею в виду, вот другие страны цивилизованные там признали, да, бывшие колонии там оставим, как бы. А Россия, она по-другому, она не признает никакие правила, поэтому я имею в виду. У меня есть предложение мужу сделать твоим одним из напарников, пусть он тоже ведет. Тоже модерировал. Было бы хорошо. Муса, у нас... Да-да, Аят. Да-да. Давай. Муса, у нас здесь есть регламент. У нас вот Халид задавал вопросы, так как не так уж много людей, как бы состоялся диалог между Аядом и Халидом. Спикеры, которые наши президиум представители, мы их времени не ограничиваем. Но человек, если говорит, тот, кто задает вопросы, у нас все по регламенту, Халид не уходил за рамки. И, Муса, я буду рад, если ты будешь вместе со мной модерировать, и мы вместе, потому что участников будет все больше и больше, дальше будет очень хорошо. Аслан, я согласен, но я опять повторяю, регламент должен быть. Допустим, вот я, не я, речь не обо мне идет, да, я никто, я такой же, как вы. 3 минуты мы даем человеку, да, и задающий вопрос, у него 3 минуты есть, так? Я предлагаю такой регламент. Я не знаю, какой регламент здесь существует, поскольку я впервые, наверное, впервые вошел сюда. Хотя я потом в Ютубе слушал дискуссии. Я, конечно же, в любом месте, если я буду полезен, я всегда есть. Все, я сказал. Баркал, дересвар. Аят, если нет больше тем или вопросов, я предлагаю уже заканчивать наш стрим. Я могу 3 минуты один раз, как сказал Муса, воспользуйтесь 3 минутами.
Можно, да? Да, Виктор. Война продолжается. Была активная фаза, теперь депассивная. Сейчас идеологическая война идет. Вспомню одну фразу главную. Мы выиграли войну и думали, что этим все закончено. Вот сегодня, находясь здесь, мы продолжаем эту войну. Мы должны победить в ООН, в Украине уже победили, в Польше, в России, Беларуси, в Германии. И есть такое предложение. Я еще самое главное сказать, то, что мы здесь должны победить, и тогда мы победим у себя дома. Спасибо. Абсолютно так, Айса. Совершенно верно, нам нужно здесь побеждать. Аяд, если ты не хочешь высказаться, и если у кого еще нет, я уже все сказал, почему. Если давать нет желающих, давай, закрывай все. Мегаду. Тогда на этом наш сегодняшний стрим заканчивается. В субботу в 20:00, в эту ближайшую субботу, будущую субботу, 20:00 по центральноевропейскому времени, как обычно, по этой же ссылке у нас состоится стрим на чеченском языке, платформа открытого диалога Президиума информационно-аналитического центра Президиума правительства. Всем спасибо, Масана Дейрес Хуль, всем баркал, дал Техайберт Кивель, Адиквель Машуэль.